В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» планируется ряд мероприятий, направленных на комплексную реконструкцию инженерных сооружений аэропорта Магаз. Несмотря на то, что аэропорт запущен в эксплуатацию относительно недавно, многие параметры перестали соответствовать современным требованиям и нормам. По этой причине руководством республики было принято решение о включении этого объекта в федеральную целевую программу. Взлетно-посадочная полоса, она местами просела, то есть были провалы и не соответствовала нормативным документам для приема и выпуска, не обеспечивала безопасность полета. То есть у нас здесь просадочные грунты, вот в этом районе, в Сунжском районе. Всем известно, что они являются при увлажнении, они дают просадку. При строительстве, видно, не учли вот эти вот особенности, характерные особенности грунтов вот нашего аэродрома. И была построена взлетно-посадочная полоса размером 3000 метров, шириной 46 метров. Хорошая полоса была, и она должна была служить 30 лет без капитального ремонта. Интенсивность полетов в нашем аэропорту 1-2 максимум рейсов. При такой интенсивности эта полоса должна была лет 100 простоять, и ничего с ней не было. Видя такое дело, руководство при разработке федеральной целевой программы все это дело внесли вот этот вот объект в перечень объектов, которые необходимо реконструировать. И выделено было средства из федерального бюджета для реконструкции вот нашего аэродрома. Как было отмечено, реконструкция в первую очередь касается взлетно-посадочной полосы. Длина полосы более 3 километров. От состояния ее покрытия во многом зависит жизнь и безопасность пассажиров. С новым покрытием аэропорт Магаз сможет принимать практически все виды пассажирских авиалайнеров. Подрядчиком является общество «Союз Дорнии». Это генеральный подрядчик? Генеральный подрядчик. А непосредственно работами субподрядчик? Субподрядчик Мальтез, который находится на территории Республики Ингушетия. Это местная строительная фирма? Местная строительная фирма, да. В общем, они занимаются сейчас реконструкцией дренажной системы. Она почти завершена, процентов на 80-85, наверное. Взлетно-посадочная полоса, выравнивающий слой, то есть те провалы, которые были уже выполнены работы, выровнена полоса. В связи с тем, что аэропорт был закрыт с июня месяца, и Росавиация, и руководством, ведь наши доходы являются взлет, посадка, обслуживание самолетов, а этого нет с июня месяца. В связи с этим первый этап почти завершен, то есть на сегодняшний день на полосе размером 2400 метров можно принимать и выпускать самолеты, такие как типа Ту-154 и Ил-76, Боинги. Поэтому дано разрешение. Мы сейчас 27 декабря выполняем первый рейс на самолете Боинг 737-500, пассажирский, внуковский. Возобновляем эти полеты. Не менее важно состояние водосточно-дренажной системы. По ней отводятся с взлетно-посадочной полосы дождевые и талые воды, наличие которых делает чрезвычайно опасными взлет и посадку самолетов. Мы сейчас находимся возле лодкового ряда по магнитному курсу 27. Вот этот лодковый ряд у нас проходит на всю длину с обеих сторон полосы. Это по этой программе, вот сейчас по ФЦП, у нас установили устройство вот этого лодкового ряда. Раньше у нас этого не было. Этот лодковый ряд забирает поверхностные воды, ливневые воды забирает в лоток. С лотка они поступают в дренажную сеть и в коллектор. С коллектора, в свою очередь, она поступает на дренажную систему, на очистные сооружения. У нас сейчас строится, раньше не было этого, у нас на территории строятся очистные сооружения. С этих очистных сооружений она будет уходить уже за территорию аэропорта. Очищенная чистая вода. Вот сейчас в данный момент мы находимся возле Нагорной канавы, которая протяженностью 2 километра 200 метров. Она отсюда начинается и отсюда тянется на расстоянии 2 километров 200 метров. Выложена она
конструктив ее составляет там. Из габионов сетка, туда уложен булыжник нужной фракции, и сверху укреплена она опять сеткой, закреплена, чтобы этот булыжник не сползал, никуда не уходил. Здесь он заканчивается и переходит в коллектор. Тысячник труба, и отсюда километр с лишним он идет до очистных сооружений. Попадает в очистные сооружения, оттуда уже очищается и опять уходит с территории. Сделано это для того, чтобы те просадки, которые у нас существовали на полосе, чтобы как-то защитить от этих просадок, с высот, которые поступают сюда, вода с северной части под полосу, чтобы забирать вот эту воду. А ранее не было установлено подобной системы? У нас здесь была канава, но она была немножко, не такой. Она и осыпалась, и засорялась, и следить за ней было тяжело. А здесь вот абсолютно ничего, здесь все выложено, как вы видите. Под этими габионами лежит пленка, здесь проникать она никак не может. Мы сейчас находимся на РД-2, здесь проводятся работы по установке светосистем. Сейчас они в данный момент заняты тем, что сквозное бурение через РД-2 проводят. Потом будет проводиться через это сквозное бурение, будет проводиться кабель. Вот этот кабель протягивается вдоль всей полосы с обеих сторон. Чтобы этот кабель протянуть, мешает РД-2, вот бурение воздушного судна. Поэтому должны были пригласили сторонние организации, чтобы сквозное бурение провели. Это все делается для того, чтобы осветить эту полосу, да? Провести освещение. Вот такие, как сегодня, пасмурные дни, чтобы можно было посадить воздушное судно. У нас сейчас в данный момент открыт аэропорт в дневное время суток. Но если они управятся, я надеюсь, что они управятся в ближайшее время, тогда у нас будет и ночное, и даже в плохую видимость мы можем уже принимать воздушное. Специально для аэропорта запущен в эксплуатацию мобильный асфальтовый завод, работающий по современной немецкой технологии. Продукция завода отвечает всем требованиям качества, необходимым при укладке сложного многослойного покрытия. Этот завод закупил генподрядчик для того, чтобы у нас асфальт, который укладывался, был более соответственно той марке, проектной марке, который заложен в проекте. Установили его весной этого года, запустили сразу же, где-то ближе к лету запустили его, и с тех пор он работает. Производительность у него 200 тонн в час. Немецкий завод фирмы Беннингов. Немцы сами привезли его, установили, сделали наладку и уехали. Вот такой завод, данный завод, в котором мы находимся, в Южном федеральном округе больше нет. С такой выдаваемой продукцией и с таким качеством, и по такой мощности. У нее мощность составляет 200 тонн в час и выдает продукцию качественную. Нам бы он пригодился для укладки. Вот у нас сейчас планируется, проектируется, постоянно по телевидению говорят, что будет устройство федеральной дороги, расширение федеральной дороги. Мне бы хотелось, чтобы вот этот завод использовали на эту федеральную дорогу. Все работы, несмотря на их сложность и объем, ведутся одновременно на всех участках. Поставлены довольно жесткие ограниченные сроки исполнения. Руководством компании постоянно ведется мониторинг качества. Практически ежедневно уделяет внимание объекту администрация главы региона, правительство республики, присутствует авторский контроль. Полоса продолжает дальше реконструироваться. Работы не останавливаются. То есть мы будем работать в таком режиме. Во время полетов все работы прекращаются, убирается техника с полосы. После улета самолета они возобновляют свои работы и продолжают. Это не ущерб и не безопасности полета, и не ущерб нам. По указанию главы республики нашей сейчас мы занимаемся ремонтом, реконструированием аэровокзального комплекса. Это уже на средства из Это местного уже бюджета? из местного бюджета. Туда, в принципе, пока еще ничего нет, но будут привлекаться и другие виды финансирования.
То есть, если, может, бизнесмен, какой-то инвестиции. Пока работы ведутся из местного бюджета. Аэровокзал тоже, как мы знаем, имеет небольшие трещины, просадки, поэтому необходимо было срочно отремонтировать, взять По той же причине. по да? той же причине, по просадкам грунта. Водоотводную систему, видно, выполнили неправильно. Были трещины, плитки снаружи отваливались. И когда посмотрели, пришли к выводу, руководство решило необходимо отремонтировать капитально аэровокзальный комплекс, но с учетом улучшения всей прилегающей территории, с весны намечено внутри все это изменить под международный статус, все это реконструировать сразу, как только нам дадут международный статус, чтобы мы заработали. А вы планируете получить этот статус? Естественно, без этого статуса аэропорт, в принципе, в дальнейшем не будет существовать. Значит, аэропорт будет называться аэропорт Магаз имени Героя Российской Федерации генерала авиации Асканова. Первоначально аэропорт назывался Ингушетия. Вот когда мы его запускали здесь в 92 году, так подумали, Назрань никто не знал. Раньше Чечено-Ингушетия была, в 92 году Ингушетия стала Ингушская республика. И чтобы в Москве, там где-нибудь в других городах пассажиру бросалось в глаза, решили назвать аэропорт Ингушетия имени Асканова. Ингушетия уже сразу у них, у людей сразу ассоциируется, где это находится. Ну, потом в 99 году аэропорт переименовали в честь столицы Магаз. Аэропорт Магаз. Он существует. И там выпало из постановления имени Героя Асканова. Сейчас глава республики это положение заставил исправить. И кроме того, вот там стоял Ту-134, если вы видели, сейчас мы его убрали, он старый и обшарпанный был. На это место, рядом в этом месте, на въезде на площадь аэровокзала, будет установлен истребитель МиГ-29, на котором летал Асканов. Кроме работ, предусмотренных федеральной программой, руководством республики принято решение о реконструкции самого здания аэровокзала, привокзальной площади, а также подъездной дороги. Проектом предусматривается улучшение общего вида здания аэровокзала. Полностью планируется изменить фасад с использованием современных строительных материалов и технологий. Пришедшая в негодность облицовка кровли будет заменена на новую из долговечных композитных панелей. Существующие ограждения из металлического профиля заменят на изготовленные из кованого железа. Обветшалые стены технических сооружений, придающие вид запущенности всему комплексу зданий, будут облицованы вентилируемыми фасадами, стилем и цветом, сочетающиеся с создаваемым новым дизайном здания аэровокзала. Территория привокзальной площади будет уложена брусчаткой из искусственного и природного камня. Подводятся электрические провода к местам установки осветительных приборов, которые в вечернее и ночное время сделают обновленную площадь еще красивее. Также проектом предусмотрено озеленение всей территории, прилегающей к аэровокзалу. Такая ответственная и трудоемкая работа позволит обновить воздушные ворота нашей республики.